يلا الله يلا الله يلا الله يلا نشبك ايدي بايد عالدبكة العربية يلا نشبك ايدي بايد عالدبكة العربية ما تعجبني من الدبكات الا الدبكة اللبنانية ما تعجبني من الدبكات الا الدبكة اللبنانية
уважаемые гости и приглашенные участники, сейчас для вас прозвучат гимны Российской Федерации, Чувашской Республики и Государства Палестины. Здесь было 10 детей, все они погибли. Когда начался обстрел, я спрятался здесь, за машиной. Впереди и сзади меня был дым. Я увидел кровь, труп повсюду. Люди бежали, стояли машины, и люди укладывали в них тела. Вот сюда ударила ракета. Здесь лежали дети, которые погибли. Они сидели вот тут, прямо на этом месте. Их тела разлетелись на куски. Меня зовут Валь Амуабей. Я из новой школы Газы и всегда хожу здесь по улице. Каждый день после школы я хожу по этой опасной дороге, учиться музыке. Ну, это класс гитары тоже. Идет другой преподаватель. Это свободный класс здесь. Следы войны 13-го года, 12-го года, если не ошибаюсь, да. Когда бомбили министерство, сильно пострадала наша школа, именно наше новое крыло. В принципе, да, так посмотришь, и нельзя сказать, что здесь ведутся военные действия, бывают войны, но если посмотреть поглубже и открыть шторы, из окна видно школу, в которой живут люди.
которые лишились своих домов во время войны, вот летом. Все они сейчас бездомные, жить им негде. Нужен очень громкий, сильный звук. Зовут меня Наталья Абуабед. Я живу в Газе с 98 года. Вот уже 5 лет работаю в музыкальной школе. Я преподаю по классу трубы и гитары. Ну, дети вначале услышали, когда мы были в лагере на Западном берегу, там изучали эту песню. Им очень понравилось, и мы решили ее попробовать тоже в секторе Газа. И вот они в большом восторге от этой песни. Это что было? Все привыкли к этому, никто не обращает внимания. Можно ждать сутки, пока появится заново. Здесь мир, здесь нет войны, здесь все наполнено музыкой. Это мое место. Я очень люблю эту атмосферу. Люблю все это. Это как мой родной дом. Меня зовут Катюша. Я научился играть, когда был в Рамале, в оркестре. Мне сказали, что я должен ее выучить, чтобы играть. Эта мелодия – символ победы в России и в других странах. Я выучил ее за один день. Меня зовут Абдель Азиз Абу Шариа. Мне 13 лет. Я играю на музыкальном инструменте кануни. Я очень люблю его. Еще играю на инструменте, который называется ауд. Учусь играть на барабане, он называется табла. Немного играю на пианино. У меня скоро урок музыки. Я сейчас иду на занятия в музыкальную школу. Когда мы были дома, Когда Абдель Азиз приходит из школы домой, берет мобильный телефон и сидит в телефоне. Он ни на кого не обращает внимания. Не хочет ни пить, ни есть. Хочет только сидеть в Фейсбуке и читать сообщения, которые получает. Я ему говорю: пошли кушать. Он отвечает, что позже. Больше чем 30 минут я зову его кушать. Он отвечает мне: минутку. Я спрашиваю, закончил ли он. Он отвечает: еще минутку. Так минутка превращается в полчаса. Абдель Азиз, иди сюда. Вон он, Абдель Азиз. Ну поспорь со мной. я не буду с тобой спорить. Бери другую ноту. Привет, меня зовут Катрин Аюб. Мне 15, поэтому я часто брала гитару и играла, чтобы забыться. Я играла и яро пела, чтобы наши сестры не обращали внимания ни на что другое. Напротив нас стоял дом, который подвергся бомбежке. Начали бомбить в 5 утра. Мы очень испугались. Люди, которые там жили, пришли к нам. В этот день много стреляли, и было очень страшно. Это был ужасный день. Сейчас я вам покажу, где мы спали во время обстрелов. Мы готовимся к торжественному концерту. Этот концерт станет итогом нашей учебы за 3 года.
Привет. Это моя дочь. Котик мой. Ай, а ты что такое мокрая? Я сама. Я мокрая. Идите, я люблю высушить. Это мой салон, называется Джамалик. В переводе с арабского «твоя красота». Меня уже 10 лет. До этого я в других местах работала. Я сама по специальности фармацевт. Вот мои дипломы. Вот разрешение на работу. Это что-то вроде почетной грамоты. Я пришла сюда после школы, чтобы посидеть с мамой. Потому что дома у нас нет электричества. Мне приходится приходить сюда мыть волосы, сушить их. А мама делает мне процедуру для кожи. Потому что здесь есть генератор, и он дает электричество. Мы находимся на том самом месте, где была разрушена высотка. Меня зовут Хамис Абу Шабан. Я работаю администратором в детской музыкальной школе. Я играю на нескольких музыкальных инструментах и состою в группе Water Band. Мы были в этом здании на 8-м этаже. Огонь от взрыва дошел до нашей квартиры. В нашем видеоклипе мы показываем ужасы этой войны. Мы пытаемся донести простую вещь, как нужно говорить друг с другом на языке музыки, несмотря на разрушение и смерть. Мы пытаемся выражать все, что происходит с нами, творческим путем, чтобы это было понятно всему миру. Язык музыки понятен всем. Им можно объяснить все просто и понятно. Конечно же, война в секторе Газа пугала звуками взрывов, которые мы слышали, пугала фотографиями погибших. Однако мы привыкли и перестали бояться. Мы ждем своей очереди, когда мы пойдем жертвами. Мы боялись выйти на улицы в 2008, в 2012 году. В 2014 война затянулась аж на 51 день. Первые дни мы очень боялись. It will help your old interests. Read it, number three. Read it. Pinning in by bed would you want to hear? Too hard. Hard. Yes. Сейчас я чувствую себя счастливым. Не то, что во время войны, потому что тогда было очень страшно. Школы были закрыты. Сейчас все хорошо, слава Богу. Мы снова учимся, но чувство стресса после войны осталось. Что это за звук? Взрыв? Взрыв звучит так же, как биение сердца? Он будет такой же? А если он станет вот таким? Значит, ты либо напуган, либо бежишь. Музыка, она воспитывает в нас нечто новое. И это одно из наших важнейших качеств – умение слушать. Когда кто-то умер или стал мучеником. Внимание. Тут пишешь вот так. Будьте внимательными. Отлично. Следующий. Готовься, Раулан, ты следующий.
وجودها كتير مهم Это очень важно, чтобы была музыка. فيه Особенно в условиях войны и блокады, в которых мы живем. ظلام. Это как будто свет от свечи, горящей во тьме. اكتشفنا انه Мы في видим, что у нас занимается много талантливых детей. اطفال موهوبين موجودين بالمدرسه. تعالي روح. Иди сюда, покажешь потом мне свою работу. Что скажу, что Палестина очень близка к Чувашии, к России, к народам России. Ведь связь между Россией и Палестиной очень древняя. Не случайно, что Россия – это единственная страна в мире, которая построила город, назвала его Новый Иерусалим. Город Новый Иерусалим, Подмосковье, его называют Палестина, которая находится в Подмосковье. О Палестине можно бесконечно говорить, о ее цивилизации, ее культуре, ее поэтов, ее художников, ее замечательных людей. Мне вспоминается не только Махмуд Дарвиш, великий палестинский поэт, и Гасан Канафани, и Моим Псису, и многие, их невозможно перечислить все. Но я хочу еще о другом говорить, что Палестина передала миру мир. На земле Палестины родился Иисус Христос. Каждая церковь в мире символизирует Палестину. Каждая церковь – это часть Палестины. Не был бы Иисус Христос, и не были все церкви, не было христианства в мире. Поэтому все христиане мира и культура христианства в разных странах мира, оно исходит, ее корни из Палестины. Хочу сказать, что уже традиция в Чувашии отмечать День культуры Палестины, день рождения великого палестинского поэта Махмуда Дарвиша, Международный день солидарности с палестинским народом. Это уже постоянно, каждый год, и с большим участием всех народов Чувашия, и официальные лица, и общественные деятели, и так далее. Поэтому с большой любовью мы находимся на чувашской земле уже более 28 лет, я здесь живу, на российской земле. И мы строим мосты дружбы. Думаю, что наша дружба, она нерушима, она всегда будет только укрепляться, развиваться. Мы с большой любовью относимся к России, ее многонациональные народы, и понимаем, что этот год это приурочен к 75 лет победы в Великой Отечественной войне, освобождения страны от оккупантов, немецких фашистов. Ведь русские, настолько россияне, они молодцы, что сделали так, что ни одного оккупанта не остался на земле России, и освободили всю страну и подарили своему народу чистая, свободная страна, без единого оккупанта, не потеряли свою землю. Молодцы, это самый лучший пример для всех жителей земли, для всех народов, как нужно любить свою родину, как нужно за нее сражаться, как нужно сохранить ее культурное наследство и богатство. Поэтому хочу поздравить и чувашских народов со столетием образования Чувашской автономной области. Мы всегда будем с вами, с любовью к вам относиться и ко всеми вашими национальными праздниками и традициями. У нас душа единая. И цели нашей в жизни единые – жить в мире, в дружбе, в солидарности, в согласии, без войн, и построить для своих детей прекрасное, замечательное, чистое будущее. Являюсь сотрудником Дома дружбы народов, занимаюсь выставками. Вот познакомился с интересным человеком, доктором Басалом. Он представляет палестинскую культурную автономию здесь, в Чувашии, у нас в Чебоксарах. И что очень интересно, он посещает каждую нашу выставку, присутствует на открытии каждой выставки. А выставки у нас здесь проходили и художников, и мастеров декоративного искусства, и причем разных народов, разных национальностей, и мордовские, и татарские, и марийские выставки были.
приезжали также представители Палестины из Москвы, там, из посольства приезжали, мы показывали им огромные наши эти выставки, и детские, и такие. Я их очень уговаривал, заинтересовывал поучаствовать, значит, со своей выставкой, показать нам свою культуру, культуру Палестины именно в Чувашии, в нашем Доме дружбы. Обещали, конечно, обещали, да. А так вот, конечно, на дне Палестины ежегодно здесь проходит маленькая такая выставка. Доктор Басам выставляет одежду интересную, чем-то даже схожую по культуре, может быть, с одеждой чувашей. Ну, отдаленно, конечно, но тем не менее, вышивка она и там присутствует, и, по сути дела, и там интересная. Вот, рассказывает нам о культуре, о родине своей, о природе. Ну, а также каждый, может быть, образованный, цивилизованный человек в России, ну, в свое время, как говорится, учился в школе, изучал историю и смотрел вот эти вот изучал ближневосточные страны, знаем и Палестину, и Сирию, и Ливан, и Египет. С этой культурой, ну, связана, можно сказать, история как раз вот начальных классов. Это знаменитая Пальмира вот на обложке нашего учебника истории, кстати, разрушенная вот недавно боевиками ИГИЛ. Ну а по Палестине Палестину мы знаем, ну это вот как бы 2000-летняя история христианства, зарождение как раз вот христианской религии, именно те края, об этом, наверное, каждый и ребенок, и каждый взрослый знает, что вот города такие знаменитые, Вифлеем, Иерусалим, как без этого. Вот, поэтому очень бы хотелось, опять-таки, чтобы палестинское вот культурное объединение нам устроило здесь интересную выставку своей культуры, привезли какие-нибудь там, может быть, из посольства московского, интересные костюмы, экспонаты, может быть, картины, может, какие-нибудь древности даже. Хотя это, наверное, вряд ли возможно, это слишком уж ценная вещь. А так бы, конечно, прикоснуться вот к этим древностям, которым там более 2000 лет, даже, может быть, и 3000 лет, было бы очень интересно не только нам, работникам Дома дружбы, а вообще вот нашим чувашским зрителям. Вот об этом бы хотелось мне как раз вот сказать коротко. Палестина заключается в том, что страна лишилась огромного количества своих территорий, получила за счет этого экономическую, политическую и гуманитарную катастрофу по сегодняшний день, которую переживает она. И вот сейчас, на данный момент, в Палестине проходят более-менее кое-какие позитивные перемены идут в общем плане мирового масштаба, потому что мир каким-то образом чуть-чуть начал трезветь или понимать ошибки прошлого. Но до сих пор некоторые страны Запада, также в том числе Соединенные Штаты Америки, их руководители грезят и думают о дестабилизации в Палестине и вообще в целом на Ближнем Востоке через Палестину. Я считаю, что это неприемлемо, потому что у Палестины это древняя земля, древняя цивилизация, откуда произошла практически цивилизация всех культур, всех религий. Палестина – это святая земля, можно сказать. А это подчеркивается тем, что там находятся все храмы всех вероисповеданий в Палестине. Оттуда с Палестины вышло много ученых, религиозных деятелей, политиков, которые всю свою жизнь борются за справедливость во всем мире, не только в Палестине. Палестинский народ, он очень многострадальный в плане того, что они хотят показать всему миру, что их права нарушаются определенными отдельными государствами, лидерами отдельных государств в свою выгоду. По отношению к Палестине скажу, вот в последнее время между Палестинской Республикой и Российской Федерацией сложилось теплые дружеские отношения. В принципе, они были всегда, со времен Советского Союза тоже, но сейчас на данный момент они начали
набрали новый оборот, и на фоне этого проявляются такие мероприятия, которые проводятся со стороны Российской Федерации и со стороны Палестины. В недавнем прошлом была открыта мечеть в городе Абу-Гош при поддержке фонда Ахмад Хаджи Кадырова. Сейчас еще дополнительно будет строиться мечеть в Палестине. Также много общего уже имеется между Чеченской Республикой и Палестиной. Это туристический обмен, маршрут туристический обмен гражданами двух регионов, двух стран, экономический доступ паломников в святые места Палестины с Российской Федерацией. Это идет только на пользу двум государствам. Я хочу присоединиться и поздравить палестинский народ с их праздником, с их юбилейным, их праздником. Палестина – светлая, свободолюбивая страна, земля, которая защищает себя, защищает свой мир, защищает свободу, защищает свои семьи, детей. Это необыкновенные люди. Они, правда, очень любят свободу. У меня зять палестинец, и я это ощущаю. У них необыкновенное сердце, и поэтому они никогда не отдадут свою родину никому и будут до конца за нее сражаться. И наша страна всегда поддерживала Палестину. Она всегда с уважением к этому народу относилась и относится и сейчас. И всегда сочувствует и сострадает, если что-то в Палестине не так. Но это необыкновенные люди, которые действительно очень сильные духом, очень добрые сердцем, и которые действительно отчаянно и наверняка борются за свою свободу, они никогда ее никому не отдадут. Вот это у них в сердце. И поэтому я и желаю им здоровья, счастья и красивых деточек, таких, какие у меня внучата. И дай Бог им всего хорошего, и дай Бог им свободы. И вот в этот день культуры Палестины хочу сказать, что культура у них тоже своеобразная, необыкновенная, своебыточная. Настолько прекрасные танцы, настолько движения такие пластичные, красивые, хорошие. Ну просто как вот природа с ними общается. А кухня, кухня это само богатство. Там, конечно, аромат всех запахов, всех специй, запахов. Все вкусно, все хорошо. А главное, что все это, то, что все от души и от сердца. Поздравляю их всех и желаю счастья. Для меня палестинская культура – это культура с многовековыми традициями и обычаями, которая очень колоритна и самобытна по своим значениям и вообще для всех людей. Это культура, которой пронизана связь между людьми, которые борются за свои права, любят свою родину и вообще рады представить свою яркую культуру. Палестинская культура для меня, она представлена сладостями, своей духовностью, своей танцами, пронизывающими душу, мелодиями, музыкой и так далее. Вообще, палестинская культура, она очень многогранна, потому что здесь очень заметна связь между культурами разных арабоязычных стран. Я преподаватель русского языка для иностранных арабских студентов. И вплотную изучаю арабскую культуру, арабский язык. И про Палестину, что я могу сказать? Палестина внесла огромный вклад в культуру, а именно в танцы, в обряды, в кухню арабскую, в стихи. И одним из ярких представителей арабской культуры, стихотворений является великий арабский поэт Махмуд Дарвиш, который известен во всем мире. Одно из его величайших стихотворений, которые он написал, будучи сидя в тюрьме: «Скучаю по хлебу, что пекла мне мама». Очень трогательное стихотворение, которое вызывает в душе трепетные волнения, слезы, когда мама его пришла навестить его в тюрьму, принесла его любимый хлеб, который она пекла ему с детства, его любимое кофе,
а полиция ее не пустила. Она целый день ждала, плакала, просила. И когда Махмуд Дарвиш, сидя в тюрьме, об этом узнал, он взял спичечный коробок и написал это свое стихотворение на маленьком спичечном коробке. После этого это стихотворение стало самым известным. Благодарим ансамбль классического и современного эстрадного танца «Галатея», руководитель Анна Мамиконова. Танец «Журавли». Здравствуйте, уважаемые гости и приглашенные участники! Мы рады вас видеть на официальном государственном празднике Дне палестинской культуры, посвященный Дню памяти национальному палестинскому поэту Махмуду Дарвишу. Он воспел в своих стихах родную Палестину и посвятил свое творчество горькой судьбе ее народа. Произведения этого поэта познакомили мир с жизнью, с обычаями и традициями Палестины. О значимости его творчества красноречиво свидетельствует тот факт, что день рождения поэта 13 марта стал Днем культуры Палестины. Палестинская культура находится под влиянием многих различных культур и религий, однако она сохраняет свою уникальную этническую идентичность в литературе и лиричных песнях. Для открытия нашего праздничного мероприятия приглашаем на сцену президента Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины Чувашской Республики, организатора нашего сегодняшнего вечера Басама Элбалуи Фатхи. Встречайте! Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас всех приветствовать. Палестина всегда объединяла мир. В каждом доме, в каждой комнате и, возможно, на груди каждого человека в Чувашии, в России, в мире есть символ Палестины. Самый светлый, самый добрый, самый прекрасный человек в истории человечества. Человек, который подарил миру мир. Человек, который распяли не за зло. Он зло никогда не совершал. Распяли за добро.
Я вижу в каждом из вас, если есть Иисус на его груди, я вижу его как брат, как родной, любящий моего народа, моей страны. Палестина, которая подарила миру мир, подарила христианство, подарила первое место, где паломничество мусульман, куда они клонились. Каждый мусульманин в мире, который молится 5 раз в день, знает, что для него значит Палестина. Римский папа не был бы папа и не был бы римский, если бы не Палестина. Ни одна церковь бы не была, если бы не Палестина. Я вижу Палестину, куда бы ни шел. Вижу ее в праздниках, вижу ее в печали, вижу ее даже на кладбище, вижу везде и всюду. Поэтому для меня частично любимая Родина находится в каждой из вас. Вот откуда любовь, которая в мое сердце, в мою душу каждого из вас. Сегодня День культуры этого многострадального палестинского народа. Вы видели сейчас фильм «Среди войны». Сектор Газа, для информации, вот только что говорил своему другу Николаю Владимировичу, депутату Государственной Думы Российской Федерации, что сектор Газа меньше, чем Чуваши по площади в 60 раз. В нем живут больше 2 миллионов населения. Израиль загнал туда из всех городов Палестины, выгнал и загнал туда палестинцев. Вы представьте себя, вы говорите, что Чуваши это плотность населения высокая. Хорошо, представьте, если будет на этой площади жить 140 миллионов на территории Чуваши. Вот в чем и как живет Палестина. Палестина все равно истребляет нас. И чтобы уничтожить палестинский народ, нужно уничтожить всех христиан мира и всех мусульманов мира. Тогда они смогут истреблять и палестинскую культуру, и палестинский народ. Но это невозможно. Это невозможно. И поэтому мы будем продолжать свою любовь к жизни, любовь к музыке. Но вы увидите сегодня очень интересные, еще удивительные выступления палестинского певца, артиста из Франции. Увидите из Иерусалима выступления. Заместителя посла Палестины в Бельгии увидите выступление. И увидите легендарного героя России Гаврилова, тоже выступит перед вами онлайн. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что то, что вы сегодня объединились, приехали из Татарстана, из Ярославля, из Москвы, из Коми, и мои дорогие руководители НКО, Национальный конгресс, из Марийской республики, народный артист Россия, лучший гармонист Поволжья, директор музея космонавтов, комплексный музей, Русалина, замечательная певица из Урала, Раиса Сарби, душа чувашского народа, чувашская поэзия. Наши друзья, представители Палестины в Татарстане, Немр Рескаллах, его спутница Наталья. Вы знаете, дорогие друзья, после окончания этого мероприятия вы все имеете право возвращаться домой. Каждый из вас поедет, у него есть дома, и жена ждет, и кушает, и все остальное. Но палестинский народ более 72 года лишен этой права, лишен возвращаться домой. Его за это называют, нас называют террористами. А причина? Хотим делать, как мы хотим, вернуться домой. Вот все, что мы хотим, как любой народ. Я поздравляю вас с Днем культуры Палестины. День культуры Палестины – это день культуры всего мира, каждого христианина, каждого мусульмана, каждый человек, который чувствует, что в нем есть человечество. Вы понимаете, мы приходим в этом мире
с одной единственной целью – сделать наш мир лучше, добрее, честнее, более прекрасным, в котором наши будущие дети и внуки будут жить. У нас других задач нет. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше. Среди нас сегодня присутствует и народный поэт Чувашия Юрий Семендер со своей замечательной супругой. Прошу приветствовать, недавно отмечал 80-летие. Еще Палестина впервые объявила и выбрала человеком года. 2020 года в Палестине стал народный художник Чувашия Анатолий Александрович Стилев. Его единогласно выбрали человеком года. Чувашия и Россия сегодня как никогда близка к Палестине. И наши мероприятия сегодня осветят и СМИ Палестины, и телевидение Палестины, и везде все это будет. Благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы пришли. И вот недавно у нас господин Блохин открыл на днях буквально выставку свою, Сергей Александрович Блохин, замечательный художник Чувашской Республики. НКО наши друзья присутствуют, чеченец наш Салман Султанович, Азиз Магеранович, сирийская диаспора и наши замечательные, еще самый маленький поэт в Чувашии Евгений Малков, он там в палестинском шарфике, вот, себе. Спасибо вам за то, что вы сюда пришли, директору Дома дружбы, наш дорогой Юрий Алексеевич, Мажид, председатель сирийского центра, и много других, среди которых не буду перечислять по именам, но они все для меня очень дорогие и очень близкие. И даже из Москвы сегодня приехали специально. Я вижу Елена Соловьева, она здесь в зале. Из Ярославля приехали сегодня. И тоже их всех увидите, художники замечательные. Спасибо, дорогие друзья. Кто у нас выступает сейчас? Да. Сейчас перед вами выступит Гаврилов Николай Федорович. Это гордость России, герой России. Это человек, который поднял имя чувашского народа. Он великий друг палестинского народа. На таких людей, как он, держится безопасность России. Держится этой стране ее независимость. Держится жизнь на земле. Он показывает пример, каким должен быть человек. Пожалуйста, прошу послушать. После знакомства с доктором Аль-Балави Бассан Фатхи, я так же, как и вы, получше узнал палестинский народ. Это гордый и талантливый народ, долгое время борется за свою независимость. Сегодня в Чебоксарах, в Доме дружбы народов, мы отмечаем дружбу между советским, российским, чувашским и палестинским народами. Я думаю, что вам будет приятно видеть талантливые произведения писателей, поэтов, художников Палестины. Вы также покажете и свои картины. Нет ничего важнее дружбы между народами. Успехов вам и с праздником! Сейчас, дорогие друзья, перед вами выступит доктор Камаль Аль-Хусейни, исполнительный директор организации Божья Матерь, Лидия Земля, Святая Земля Палестина. Переводит Анна.
بداية من هنا من القدس، من أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين، من القدس عاصمة الأحرار كل الأحرار. وأولا وبداية في عيد الثقافة الفلسطيني هناك في تشوفاشيا دولة ورئيسا وشعبا وحكومة وكل الأحرار هناك. نوجه لكم تحية كبيرة من هنا من القدس ومن كل فلسطين. وثانيا نقدم مباركة للفنان العالمي أناتولي سيلوف، هذه الشخصية الرائدة والرائعة التي قدمت القضية الفلسطينية في حب وانتماء بحجم السماء. فلهذا الفنان العالمي كان لنا الشرف بأن تم تكريمه شخصية العام الداعمة للقضية الفلسطينية. ولن ننسى هذا السفير الرائع وهذا المحب وهذا الابن البار لفلسطين الدكتور بسام بلعاوي، هو عضو مجلس أمناء في مؤسسة سيد الأرض. نعتز به على الدور الكبير الذي يقوم به من أجل فلسطين. إذا إلى تشوفاشيا وإلى روسيا عامة كل حب من هنا من فلسطين ومن مؤسسة سيد الأرض كمال الحسيني. Приветствую вас из Иерусалима, святого города, столицы государства Палестины, столицы всех свободолюбивых людей в мире. В День палестинской культуры передаю приветственные слова от всего палестинского народа главе республики, правительству и народу Чувашской республики. Поздравляю мирового художника с мировым именем Анатолия Александровича Силова. Он написал картину о Палестине, в которой чувствуется сильная любовь к палестинскому народу. Мы имели честь выбрать Анатолия Силова человеком года в Палестине. Он большая поддержка палестинского народа. Также поздравляем великого палестинского посла, преданного сына палестинского народа, доктора Басама Элбауи, который является членом попечительского совета фонда «Богоматерь Святой Земли Палестины». Мы гордимся им за большую роль, которую он выполняет ради мира, ради Палестины. Уважаемая Чувашия, передаем наше уважение и большую любовь к вам от фонда «Богоматерь Святой Земли Палестины» и всего палестинского народа. Хочу пригласить на сцену Анатолия Александровича Силова. Человеком года в Палестине, теперь Чувашия. В каждом доме в Палестине. Это была прямая трансляция в Палестине, когда произошло это событие не так давно. И вот его свидетельство, которое пришло из Палестины, я вручаю по поручению президента общества «Леди Земли Палестина» и еще благодарственное письмо сегодняшняя дата, сегодняшнее событие дорогому нашему Анатолию Александровичу. Хотел бы несколько слов. Картина получилась не просто так. Я лет 20-25 назад начал писать картины о мировых цивилизациях. Я начал с шумеров 5000 лет назад, как 12-я планета, с 12-й планеты приземлились анунаки, шумеры. И тогда пошла цивилизация, появились семена, рожь, пшеницы, горох, кукурузы. Появились такие, как кошка, собака, лошадь, ну и еще несколько. Появились впервые врачи, появились строители, умельцы выполнять кирпичи, строения из камня и прочее. Вот эти дела начал изучать сначала очень долгое время
американский ученый. Вот. А я с ним познакомился лет 10 назад, наверное. И я написал около 50 произведений по его работам, по его изыску. И, естественно, Палестина попадает в эту вот сферу, как раз где шумеры, это Вавилон, Аккадское государство, Лидия, прочие еще мельче государства были как раз с этого места. Поэтому Палестина прямо попадает, это корневой народ в Ближнем Востоке. Из Палестины разделились несколько мелких таких уже аккадских государств, разделились там Лидия, Хетты, еще несколько государств, и теперешний Катар. Из палестинских городов древних ушли люди, которые организовали государство Катар. Я докопался по истории, в общем, с каких городов ушли оттуда люди в Катар, и кто был вообще организатором катарского государства и прочее. Потом Вавилон, потом именно начал как развиваться литература и искусство в Палестине, как начало развиваться сельское хозяйство и садоводство главное. И вот эти вещи, они через 1000 лет, через 2000 лет только попали эти вот приемы по земледелию и прочее в Европу. Это очень древнее такое вот это государство, которое все вот эти какие-то жизненные вопросы решали, а судебные дела впервые это шумеры были. Вот. Кигельмаш это первый царь, который решал вот эти вот первые параграфы, писал по судебным вопросам. Иштар, царица, которая была очень красивой женщиной и заправляла военными делами. Вообще, как мы теперь знаем, что раньше эти вот пришлые люди с 12-й планеты, и такие в общем, так и думают, что потому что много тысяч лет не было ни пшеницы, не было ни вот таких живностей, не было там других каких-то дел. Хирургия, врачи очень интересные появились. Это прямо в один миг. Вот именно это Палестина, южная, вот это Ирак сейчас, и Кувейт, вот эти места, где вот эти там реки впадают в залив, на юге Аравийского полуострова. Большое. Поздравляем всему чувашскому народу. Такое достижение. Человеком года в Палестине стал чуваш. Как это здорово. Сейчас перед вами выступит заместитель посла Палестины в Бельгии. Переводит Анна. سيداتي وسادتي في وزارة الثقافة الشباشية وفي جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب شباشيا وفلسطين، أحييكم أجمل التحية. أنا حسان فتحي البلعاوي، المستشار الأول في سفارة فلسطين في بلجيكا. يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم وأنتم تحتفلون في يوم الثقافة الفلسطينية. إن احتفالكم هذا بكل الفقرات الغنية التي تقدموها لهو تعبير عن تضامنكم مع الشعب الفلسطيني. لأن الثقافة أيها الصديقات وأيها الأصدقاء هي ليست فقط مجموعة من الفنون الراقية، من مسرح، من موسيقى، من شعر، ولكنها أيضا هي ذاكرة شعب. ذاكرة هذا الشعب بكل مراحله، بكل أفراحه، بكل طموحه، بكل انتصاراته وبكل انكساراته. والشعب الفلسطيني مثل كنتم أنتم بالأمس عندما كنتم تخضعون للاحتلال هو شعب يتوق إلى الحرية، والثقافة هي شكل متقدم من أشكال المقاومة.
كما تعرفون فإن يوم الثقافة هو يناسب أيضا يوم ميلاد شاعر فلسطين والإنسانية محمود درويش. محمود درويش كما تعرفون لم يقتصر شعره وإبداعه على حدوده الوطني والأرض الفلسطيني، ولكنه أيضا توجه إلى الإنسانية جمعاء بلغة راقية، بلغة جميلة تخاطب كل قيم الجمال وكل قيم النضال من أجل عالم خالي من الظلم. واليوم أنتم في احتفالكم هذا فأنتم تجسدون هذا التضامن العظيم. وكما تعرفون فإن محمود درويش عاش فترة هامة في حياته في روسيا وفي موسكو تحديدا، حيث طور خلال هذه الفترة من تجربته الشعرية عندما اطلع وقرأ الكثير لكتابكم وأدبائكم العظمى. شكرا لكم من صميم القلب لهذا الحدث الناجح، وبالتوفيق والنجاح. حسن الغرابي. Уважаемые дамы и господа, Министерство культуры Чувашской Республики, Дом дружбы народов и Общество дружбы между народами Чувашии и Палестины. Приветствую вас и передаю самые добрые и теплые пожелания от меня. Я первый советник посольства Палестины в Бельгии Хасан Эль-Балуи Фатхи. Я очень рад принимать участие в таком прекрасном мероприятии, как День палестинской культуры. И мне приятно, что Чувашия также вместе с нами отмечает сегодня этот день. Это говорит о вашей солидарности и любви к Палестине и палестинскому народу. Потому что культура — это не просто театр. Это не просто музыка и песни. Культура — это память народа, их вековая история, их развитие, их поражения и победы, их радости и печали, и, конечно же, их мечты. И как когда-то русский народ, находясь под оккупацией Гитлера, мечтал и действовал для свободы, так же и палестинский народ жаждет свободы и независимости. И культура — это очень прогрессивный вид сопротивления. И как вы знаете, в День культуры Палестины также отмечается День великого палестинского и мирового поэта Махмуда Дарвиша. Он не только писал стихи о боли палестинского народа и Палестине, своими сильными стихами он обращался ко всему миру. Поэзия Махмуда Дарвиша призывает о создании мира без войн, без угнетения, чтобы была справедливость, без унижения других народов, без рабства. Махмуд Дарвиш жил очень важный период своей жизни в Москве, в Советском Союзе. Именно в этот период Махмуд Дарвиш начал свое развитие в поэзии, когда он прочитал много наших классических поэтов и писателей. От всей души благодарю вас за то, что вы отмечаете сегодня День палестинской культуры с палестинским народом, выражая поддержку и солидарность нам. Благодарю вас, желаю вам успехов и удачи. Сейчас хочу пригласить для приветственного слова на сцену депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николая Владимировича Малова. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники и гости нашего торжественного мероприятия. Добрый день, уважаемый доктор Бассан. Дорогие друзья, сегодня, находясь среди вас, рядом с вами, первое, что хотел бы сделать в рамках Дня культуры Палестины, и сделать искренне и от души, поздравить нашего многоуважаемого доктора Бассама с днем рождения. И, конечно же, пожелать ему всего самого доброго,
большого, настоящего и земного. Этот человек воистину стал голубем мира народов Чувашии, России и Палестины. Дорогие друзья, сегодня мы видим, как наша страна сталкивается с геополитическими вызовами, санкциями. Но также мы видим государственную политику нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которая несет в себе открытость и предсказуемость, которая направлена на сохранение многополярности и, конечно же, укрепление двухсторонних отношений российско-палестинских. Дорогие друзья, сегодня, глядя на экран, мы видим ужас, боль. И, конечно же, понимаем, что такого не должно быть. И сегодня, глядя на экран, на красивые лица детей Палестины, мы обращаемся к Всевышнему и просим лишь об одном. Дай Бог нам силы и мудрости жить в мире и согласии со всеми народами планеты Земля. Спасибо. Николай Владимирович, февраля, признаюсь, Николай Владимирович заставил меня прослезиться в театре оперы и балет, когда он рассказывал о своих дедов 4, которые с войны не вернулись. Он с такой болью рассказывал, как они защищали родину, защищали страну. Ведь мы родились, появились, чтобы выжить, чтобы жить, не для того, чтобы умереть. Но когда Родина оккупирует и требует жертвы, то нашей жизни, наша кровь дешево для того, чтобы ее освободить. Все, что имеем, самое главное. Я сегодня хочу подарить ему, во-первых, 3 подарка. Один из них – вот символ палестинской революции. Символ дружбы народов, который носил Арафат всю жизнь, и который, бывало, что и Че Гевара носил. Он заслуживает это. Его деды освободили Родину для того, чтобы он жил, и мы с вами жили. Оно освященное в храме Бога Матери в Иерусалиме, в Вифлеем и в мечеть Аль-Акса. Кто одевает ее, говорят, Бог всегда благословляет и всегда дарит здоровье. Разрешите, я вам ее одену. И календарь. Палестинский календарь со всеми праздниками Палестины, с великим вождем палестинского народа, друга Советского Союза и России, покойный Ясер Арафат, лауреат Нобелевской премии мира, в котором он завещал палестинскому народу и всегда, выступая перед ними, говорил: Россия с ее великими народами, наши преданные друзья. Вот я этот календарь со всеми праздниками на 21 и часть 22 года дарю вам, дорогой. И еще «Любовь и хлеб», роман, который писала девочка, которая видела ужасы, когда 4 года ей было изгнали из родины, Асия Хол Абдельхади, и которую я имел честь вместе с супругой Мариной Васильевной перевести его недавно на русском языке. Любовь и хлеб, по-другому, это жизнь. Без любви, без хлеба нет жизни. Я вам дарю этой книги. Думаю, после нее будет еще глубже, будете знать о Палестине. И еще в памяти о сегодняшнем
мероприятие о День культуры государства Палестины. Я вам просто благодарственное письмо. Спасибо за то, что вы есть. Для таких людей порядочных, как вы, держится наш земной шар. Дай Бог вам всегда здоровья. Я прошу извинения, буквально несколько слов. На самом деле это так. Мы видим, как пытаются переписать нашу историю. А история наша такова. Моя, получается, прабабушка на фронт отправила 4 своих сыновей. И ни один не вернулся с полей сражения. И когда сегодня мы видим, что кто-то пытается переписать историю, мы говорим: нет, ни у кого не получится. И, конечно, сегодня нам, как никому, понятно желание народа Палестины жить в мире, любить, рожать детей и, конечно же, учиться музыке. Желаю вам всего доброго, чтобы все у вас получилось. Спасибо. Благодарю вас, Николай Владимирович, за теплые слова, за ваши поздравления и поддержку. Сейчас мне бы хотелось дать приветственные слова руководителям национально-культурных объединений Чувашской Республики Ухтиянов Анатолий Ильич, вице-президент Межрегиональной общественной организации Чувашский национальный конгресс. Ежова Татьяна Борисовна, председатель общественной организации Центр русской культуры Чувашской Республики. Бадиров Азиз Магерам Оглы, председатель Совета Чувашской республиканской общественной организации Лига азербайджанцев Чувашии. Лавин Михаил Абрамович, руководитель еврейской национально-культурной автономии города Чебоксары. Майрукаев Салман Султанович, представитель главы Чеченской республики в Чувашской республике, Чувашская республиканская общественная организация Чечено-Ингушский культурный центр в Войнах. Хабаки Маджид Валидович, руководитель Центра развития сирийской культуры. Дорогие друзья, спасибо Льву Пантелеймоновичу Куракову, который строил этот дом, объединил народов Чувашии, собрал их, создал ассамблею народов Чувашии. Это человек, который стал символом единства народа. У каждой страны, у каждого государства, у каждого народа свои символы. У Кубы Фидель Кастро, у Аргентины Че Гевара, он не только Аргентина, всему миру. У Венесуэлы Хуго Чавес, у Вьетнама Хо Чи Minh, у Палестины Ясер Арафат. Лев Пантелеймонович был символом единства. Сегодня мы организуем впервые палестинский праздник после его ухода. Он всегда возглавлял все праздники. Он всегда объединял людей. И, к сожалению, проводим этот праздник без участия Ассамблеи народов Чувашии, но с участием руководителей НКО. Я передаю слово
единственное начало женщины, давайте уважение будет к женщине. Наша уважаемая Татьяна, культурная. Добрый день, присутствующие. Добрый день, доктор Басам. Большое спасибо, что вы пригласили нас на Дни культуры Палестины Чувашской Республики. Палестина для всех христиан – это была, есть и будет святая земля. Это богатая история 3 религий – иудаизма, христианства и мусульманства, и ислама. Поэтому Бог един, и Он всем завещает жить в мире и согласии. Но жаль очень, что ваша страна страдает. Она сильная, маленькая, но уверенная в себе, свободолюбивая. И каждый, я думаю, гражданин думает о том, что придет время, когда вы будете жить в мире и согласии. Основным направлением всех центров культуры национальных, я считаю, что это сохранение историко-культурного наследия. И вот я вас хочу поблагодарить, вас и супругу. Сегодня Николай Владимирович тоже получил книгу «Любовь и хлеб». Вы знаете, это вот прочесть ее и сразу поймешь все страдания детей, прежде всего, населения. Но за что все это? И сегодня уже много раз уже говорили о великом поэте, миротворце, члена Организации освобождения Палестины Махмуд Дарвиш. И если бы не вы, мы, наверное, так глубоко не стали бы изучать его произведения. Вот я просмотрела действительно очень много стихов о родине. И каждому присутствующему я хочу пожелать прежде всего здоровья, благополучия. Сейчас проходит Масленица. Это любимый праздник россиян. И пусть с холодами уйдут все невзгоды, а с первыми солнечными лучами придет радость, надежда и всепрощение. С праздником всем! И еще в прошлый раз вы мне подарили книгу, и я уже сказала, что и Центр русской культуры, он, пожалуйста, Центр русской культуры уже более 10 лет проводит работу по содействию для издания, для проведения краеведческих исследований, издания книг. И я хочу подарить книгу «Жизнь во славу Отечества». Это герои Отечественной войны 1812 года. Петр Андреевич Кикин, это генерал-майор, который участвовал в войне. И, может быть, не все знают, вот именно по его инициативе был построен храм Христа Спасителя. Здесь, конечно, от Алатыря боевые действия далеко шли, но вот именно Кикин, Тенишев, они организовали симбирское ополчение. Я думаю, что вам будет интересно. И еще при содействии Центра русской культуры была выпущена книга «Чтобы помнили». Это книга о героях Великой Отечественной войны. Благодарю, уважаемая Татьяна. Россия, конечно, русские – это такой великий народ. Не случайно Иван Яковлевич Яковлев писал, что любите Россию, и она будет вам матерью. Настолько это постоянно. Это любил всегда повторять объединитель чувашского народа Кураков Лев Пантелеймонович. Каждое мероприятие, каждое общение
от него я этого услышал. Я хочу передать слово своему другу, первый заместитель Национального конгресса Чувашской республики, человек, который знаю много лет, и который участвовал с нами в принятии впервые в истории Чувашской республики организации визита президента государства Палестина. Это первый был визит в истории республики президента иностранного государства. Анатолий Ильич, вам слово. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Сегодня, правда, многие сидящие здесь в зале, наверное, сидят и задумались, что за День культуры Палестины в Чувашии. Но в то же время, уже доктор Басам сказал, мы, чуваши, принимали высоких гостей в советское время. Не буду перечислять аппарат и руководителей ЦК КПСС, Совет министров СССР. Но Алиев в ранге секретаря ЦК КПСС вручал 3-й орден Трудового Красного Знамени. Наша республика трижды орденоносная. Почему-то мы в последнее время об этом мало говорим. И в 1992 году, в сентябре, в Новой России уже, в нашу Чувашию приехали все руководители, губернаторы, главы 89 субъектов Российской Федерации, тогда было 89 субъектов, и спикеры всех парламентов во главе Бориса Николаевича Ельцина. Состоялось здесь совещание. Но говоря уже о Чувашии, и в то же время, уже доктор Басам сказал, Чувашская республика, даже в советское время президентов других государств, иностранных государств, никого не принимала Чувашская республика. Но так мы не были субъектом международного права. И, соответственно, главы государств, дальше Москвы, Санкт-Петербурга и других столиц союзных республик, они, автономные республики, не выезжали, но с легкой руки доктор Басам в 2013 году, подправите, 12 или 13 год? В 2012 году. И наша республика именно посетил президент Палестины Махмуд Аббас. Это хорошо сейчас сказать, но это, представляете, молодой спикер Попов Юрий Алексеевич вступил в должность, и вдруг надо принимать в ранге президента. Здесь нужно и протокольные мероприятия, все надо выдержать с левой стороны или с правой стороны, как следовать, как принимать. И при встрече в аэропорту какой гимн озвучивать, а у Палестины 4 или 5 гимнов. Но тогда мы еще не знали, какой гимн. Хорошо, что доктор Басам был рядом, потому что это с его легкой руки, они друзья с президентом Аббасом, да, Махмуд Аббасом. И он нам помогал во всех этих протокольных мероприятиях. Вот откуда идут именно наши связи, глубокие связи уже. То, что первый ласточка, он сам, доктор Басам, он около 30 лет живет, женат на нашей землячке. И с его легкой руки уже нам посетил, уже приехал президент страны Палестина. Прекрасный человек, президент. Пришлось, как сказать, по воле судьбы и рока общаться. Несколькими словами, конечно, близко особо не подпускали, но поскольку я работал тогда в аппарате Государственного совета начальником государственного правоуправления, но, соответственно, имел некоторое отношение в подготовке и проведении этой встречи. И сегодня вот это доброе, хорошее воспоминание, так что наша республика, она узнаваемая, знает во всей планете сейчас, благодаря нашему земляку Андрею Григорьевичу Николаю, как сегодня было сказано уже, Анатолию Александровичу Силову и другим известным людям нашей республики. И сегодня вот День культуры Палестины в Чувашии. Да, вот как и сказал Николай Владимирович, вот точно очень хорошо организовано это мероприятие, встреча. Вот посмотрев на те эти именно объекты
ту боль, ту именно кровь, которую именно мы видели сегодня. Это ведь вот мы, люди послевоенного поколения, наши родители были, дедушки, бабушки, и видели, мой отец был участником войны. А вот видеть сострадание детей, вот как сказали, вот именно, когда бомба разорвалась, и клочья разорвала, и детей выбросила на стены. Это услышать такое сравнение, это очень больно нам. Вот сегодня мы очень много говорим о военно-патриотическом воспитании. И многие, некоторые пессимисты говорят, нет будущего у нашей молодежи. Нет, есть у нас молодежи. И патриотическое воспитание, об этом уже и генерал-майор, генерал-лейтенант, и Гаврилов говорил, и другие. Наше достойное поколение есть, и свято будут беречь и охранять наше Отечество, и гордиться. И то, что культура всегда нас объединяет, и мы всегда с вами. Спасибо, дорогой Анатолий Ильич. И вам не приходилось еще подарить такой палестинский платок, освящен в храм Богоматери. Я вам его дарю. И через вас Национальному конгрессу Чувашии и всему чувашскому замечательному дружелюбному народу. Это благодарственное письмо. Вы сказали про Алиева, тогда закономерно надо дать слово нашему большому другу, представитель правительства и народа Азербайджана в Чувашской республике Азиз Магерамовичу. Я не имею права представить правительство Азербайджана, потому что я гражданин России. Могу быть представителем правительства России, а Азербайджана нет. Конечно, сегодня мы смотрели фильм. Это боль детей, матерей, отцов. Мы проходили при Советском Союзе. Но когда народ единый, независимо от национальности, всегда можно победить. Поверьте мне. Знаете, Чувашия многонациональная республика. И моя родина, в Азербайджан, то же самое. Когда приезжаешь в Баку, когда пересекает, скажем, улица Лермонтова, значит, и улица Мусульмагомаева, или же там улица Пушкина, значит, пересекает проспект Гайдара Алиева, о котором мы говорили здесь. Сегодня в Чувашии улица Ашмарна пересекает улица Низами. Знаете, вот жизнь сложна. Но сегодня мы говорим о боли. Вот я вообще задумываюсь, когда чем больше, мне кажется, цивилизация, тем больше войн. Раньше было одно полярный мир. Почему Запад сегодня взрывается, старается что-то под ножку ставить, потому что уже мир не однополярный. И это хорошо. Но сегодня мы собрались на прекрасный праздник, День культуры Палестины Чувашской Республики. Этим я хочу вас всех поздравить. Нужен нам именно показывать культуру у каждого народа, который проживает в большой семье, которую называем Чувашией. И всем комфортно, чтобы узнали друг друга побольше, его культуру, обычаи и так далее. Знаете, я 1984 года в России, раньше жил я в Смоленске. Первым делом, когда мне раньше было такое ЦК комсомола, когда меня отправили, я первым делом начал из музея. И также, когда в Чувашию приезжал, я часто ходил, у меня тоже была супруга, значит, чувашка, 17 лет жили, но распала, ну ничего, все нормально. Значит, мы практически каждую неделю ходили
Чувашский драмтеатр. То есть учить того народа, той республики, той области, в которой ты проживаешь, нужно знать его культуру и как себе вести с этим. Но так мы Алиева назвали здесь от моего друга Антона Ильича, да, «Земля Гейдара». Вот там написано, он считает не только Азербайджан своей землей, он считает себя, он и Россию очень любил, и своей жизнью очень много делал и политической части, и экономики России, в том числе и Советского Союза. Много можно здесь, вот я вам дарю. Вторая книга – это бакинство. То есть много народов. Евреи, татары, чуваши, русские, турки, талыши, лезгины, авары, чеченцы, грузины. Как прекрасно проживать. То есть можно, значит, вот учиться друг у друга и много можно делать. Когда-то Абдул Магомаев сказал, значит, Азербайджан это мой папа, а Россия мать. На самом деле, он не от того, что это как-то, а вот от души он любил, очень любил и Россию, и Азербайджан. И я хочу поздравить вас не только Днем культуры Палестины в Чувашской Республике, я хочу поздравить с днем рождения, пожелать вам здоровья, чтобы в палестинской земле был мир. Это самое главное. Спасибо, дорогие друзья. Я считаю всегда и считали, что дата рождения человека – это праздник его родителей, которые родили, воспитали, мать, которая 9 месяцев носила, ночами не спала, плакала, когда он болел, и лечила его. Это их удача, их успехов. А мой праздник – это праздник дата рождения моих детей, которые я сам за них отвечаю, воспитываю. И спасибо, независимо ни от чего. Для всех будет у нас благодарственные письма. Я теперь хочу передать слово нашему другу Михаилу Лавин. Независимо от национальности, от вероисповедания, вот он еврей, я палестинец. У нас у всех кровь имеет красного цвета. Чувство боли, страданий, любви. Все эти чувства мы одинаково чувствуем, независимо от того, на каком языке говорим и какое гражданство. Мы оба граждане России. Я больше чем уверен, что он не оправдает оккупацию Палестины и не оправдает насилие и уничтожение палестинской культуры, палестинских городов, палестинских детей, палестинских семей. Мы все видели, как дома, жилые разрушаются на голову людей, жилые многоэтажные, 18-20 этажей. Я думаю, ни один человек, который имеет человечество, не будет такого поддерживать. Я ему даю слово. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня проходит одно из замечательных мероприятий культуры палестинского народа. Доктор Басан постоянно активно участвует во всех мероприятиях, проводит большую работу. Вот. Я как председатель еврейского культурного центра, мы постоянно дружим со всеми национальными культурными центрами. Я живу тут недавно, всего 80 лет. Я несовершеннолетний узник концлагерей. Вот. И за мою жизнь было все, что создавалось в Чувашии после войны с колен, когда Чувашия была малозначимая республика и превратилась в такую замечательную республику, большое строительство и так далее.
Ну, евреи появились, они были эвакуированы во время Великой Отечественной войны и создали и работали, создали мосты. Вот Макс Менделевич построил все мосты. Литкин, который автор предприятий создавал. Ну, работали на предприятии. Вот мой брат, он был директор энергосбыта, Чувашэнерго, он тут всю энергетику тоже создавал. Поэтому люди разных национальностей построили такой замечательный город, и мы никогда не знали вражду между национальностями. Я могу сказать, что город, я, как и председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, говорю, что город построили чуваши. Потому что вот раньше молодежи не давали паспорта, чтобы они могли работать на предприятиях. И после войны, значит, когда начали строить предприятия, им мы начали давать паспорта, и они построили город. Они работали каменщиками, штукатурами, малярами, плотниками и так далее. А те, которые приехали сюда со всех городов, они работали на заводах, работали технологами, конструкторами и так далее. Поэтому общими усилиями, благодаря дружбе народов, которая сложилась в Чувашии, и никогда у нас в Чувашии за 80 лет я не слышал каких-то межнациональных вражды и так далее. Я желаю, чтобы дальше мы жили в мире, в согласии, и чтобы любые мероприятия, они проводились для создания и улучшения дружбы между народами. Желаю всем здоровья, благополучия, и чтобы каждый сидящий здесь прожил как минимум 120 лет. Это у нас такое пожелание. Удачи всем, счастья и благополучия. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня День культуры государства Палестина и день рождения великого палестинского поэта Махмуд Дарвиш. Дорогие друзья, если что-то есть о Палестине, можете рассказать. Я передаю слово полномочный представитель президента Чеченской Республики в Чувашской Республике Салману Султановичу. Спасибо. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые были высказаны в адрес Республики Палестина. Лично вам мои самые теплые положения, доктор Басам, с вашим днем рождения. Что все было сказано, очень много о дружбе, согласии, там, взаимопонимании. Это все присутствует у людей. Но, к сожалению, в данное время, в нынешнем нашем неспокойном мире, бывают такие люди, которые хотят что-то в своем роде показать или что-то где-то занять. Я не буду вдаваться в подробности. Вот мое мнение такое, что все люди должны жить в мире, согласии и взаимопонимании. Мы все люди. Единственное, что непонятно, вот мы выше птицы можем летать, ниже в землю уходим туда, куда живое существо, можно сказать, не может дойти, научились. В воду пускаемся ниже, глубже любой рыбы. А вот главное нам сейчас осталось научиться жить и быть людьми. Вот главное, чтобы это все у нас было, и нас мир и согласие будет. Мои поздравления вам. Научиться жить в мире и дружбе. Вот для чего мы совершили первую экскурсию на земле, когда Бог создал Адам и Еву. Для того, чтобы научиться на земле жить в мире и дружбе. Кто-то не понимает, кто-то думает, что он хочет жить, отобрать у других свою родину, отобрать чужое, жить за счет чужое. Ну что, если ты, вот дети рассказывали, ну что, если ты истреблял нас, убивал нас?
убивал наших детей, разрушил нашу культуру, истреблял нашу историю, пытался ее смыть. Ты никогда наш дух не убьешь. Наш дух будет жить и будет проследовать своих отцов. И будем свою родину видеть свободные, как россияне освободились от фашизма, который убил 28 миллионов и около 100 миллионов раненых. И 40 тысяч городов и деревень с лица земли стер. А все равно воля к победе. Народ, который дорожит своей стране, своей родине, не согласился остаться оккупированным. И палестинцы, не исключение, они также добьются свою свободу. Я хотел бы... Спасибо. Я хотел бы передать слово нашему другу, председатель Сирийского культурного центра Маджид Валидович. Сирия – это брат для палестинского народа, братский народ. Мы когда-то, арабский мир, были одна страна, одно государство, как Советский Союз. Но в отличие от Советского Союза, мы один народ, арабский народ. Советский Союз многонациональности был, 300 народов, а мы один народ. Но Великобритания, ее сговор, разделяя и властью, в соглашении с Экспику, решила разделить арабский мир. Арабский мир 14,5 квадратных миллионов километров. Разделив его, они ослабили. И с каждой страной разбираются отдельно. Сирия сегодня переживает огромные трудности. Разрушенная страна, экономика, жертвы. Я очень рад, что наш друг сириец, врач, который здесь отучился, который работает, лечит людей, снимает с них боль, рядом с нами здесь. Я ему слово передаю. Добрый день, уважаемые присутствующие. Добрый день, доктор Басам, дорогие коллеги. Я хотел бы поздравить палестинскому народу с Днем культуры. Палестинский народ соединяет нас с ним дружескую, братскую, соседскую отношению. И всегда наше государство и наш народ стоял рядом с палестинским народом, поддержал его и будет поддерживать до освобождения, чтобы был в каждом доме был мир и все жили мирно. Мы всегда за мир. Война это, вы, конечно, все знаете, что в Сирии идет такую войну против террористов с поддержкой наш близкий друг России, который нас никогда не оставила как одной, оказывает большая помощь и большая поддержка. Хотел бы отметить еще, что День культуры вообще у всех национальностей, и в том числе палестинских, очень важен для нового поколения, для наших детей, которые проживают за границей, которые не знают о культуре. День культуры, он показывает им их культуру, обычаи, как какие-то танцы, писатели, стихи. Соединяет их. Он получается День культуры как мост. Он соединяет народ, который проживает за границей, со своей родиной. Поэтому мы всегда поддерживаем, будем тоже в дальнейшем показывать или строить День сирийской культуры. И, конечно, надеемся, чтобы все пришли и стараемся показывать все наши культуры. Поздравляем вас и поздравляю, конечно, лично с днем рождения. Желаю удачи, успехов и крепкого здоровья. Теперь всем, дорогие друзья, руководители НКО, памятное благодарственное письмо я вручаю. Татьяна, в первую очередь. Татьяна. Салман Султанович.
Михаил Аркадьевич, да? Абрамович. Да, Михаил Абрамович, я напоминаю, сегодня День культуры государства Палестина. Я вам подарил эту книгу в прошлый раз. Я думаю, что-нибудь в следующий раз расскажете. Так, и Маджид. Спасибо. Можете присесть, дорогие друзья, на свои места. Это теплое место, которое объединяет разные культуры, разные народы, куда любой иностранный гражданин может прийти, получить поддержку, любовь и обрести семью. И этим прекрасным домом дружбы народов руководит Юрий Алексеевич Токмаков. Хочу его пригласить для приветственных и поздравительных слов. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые приглашенные гости. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего нашего мероприятия. Сегодня действительно в нашем Доме дружбы народов проходит такой замечательный праздник, День культуры Палестины. Мы данный праздник проводим ежегодно. Единственное, в прошлом году из-за пандемии коронавируса мы немного отошли от планов, не смогли провести. Но про культуру Палестины мы, конечно, знаем благодаря доктора Бассама, благодаря его организации, региональной общественной организации, общества дружбы и сотрудничества между народами Палестины и Чувашии. Я хочу сказать, зная доктора Бассам, что он настоящий патриот, своей родины, своего народа. И я знаю, как он переживает за то положение, в каком оказалось государство Палестина. И я от себя лично, от сотрудников Дома дружбы, искренне поздравляю вас, в первую очередь, доктор Бассам, весь народ Палестины с этим знаменательным днем, Днем культуры Палестины. Махмуд Дарвиш был не единственный представитель, очень много, и хочется, чтобы их было как можно больше. Вы также являетесь одним из ярких представителей своего народа, как я уже сказал, да, всегда переживаете за свой народ, хотите приблизить, чтобы там побыстрее наступил мир, чтобы все могли воспользоваться такими же правами, какими пользуемся мы, чтобы не было никаких ограничений. И самое главное, мы общаемся, я всегда ему говорю, доктор Бассам более 20 лет не видел свою маму. Я сегодня после нашего мероприятия поеду домой. Поеду домой, я сяду рядом с мамой, обниму ее, поговорю, да? А у него данного права нету. Я всегда ему говорю, поздравляю, это родители, да? Не было бы родителей, не было бы нас. Благодаря родителей мы появились на свет, поэтому я и вас поздравляю с днем рождения, с вашим. Также поздравляю вашу маму. Желаю всего самого хорошего, самое главное здоровья, счастья, удачи, успехов. И как можно ближе, скажем так, в ближайшее время вы все-таки встретились. Это самый родной человек, это мама, которая нам подарила жизнь. Поэтому с праздником, с Днем палестинской культуры и с днем рождения. Спасибо большое, дорогой Юрий Алексеевич. Самое главное, как вы сказали, чтобы человек имел право на жизнь. А иметь право на жизнь, это иметь право увидеть масс, близких, родных, иметь право возвращаться домой. Пока вы здесь сидите, если кто-нибудь займет ваши квартиры, ваши дома, и туда придет, и он с оружием вас в руках выгонит, скажет, вам сюда нельзя. И кто-то назовет вас террористами, а его миротворец. Спасибо, дорогой, вам тоже памятное благодарственное письмо об этом мероприятии. Отрадно, что эта памятная дата отмечается в Чувашской республике уже не первый год. И все больше ее участниками становятся иностранные студенты со всего мира. Поприветствуем Ахмеда
Хамида Али, студента ЧГУ имени Ульянова из Египта, с песней на арабском языке «Маунтыни». Любимая Родина. Благодарим вас. Скучаю по хлебу, что пекла мне мама, и кофе, что варила мама, и по прикосновению мамы, и толика незыблемого детства день ото дня растет во мне упрямо. И все сильнее жизнь люблю, ведь если умру, стыдом мне будут слезы мамы. И коли вернусь, возьми меня себе, платком для роз с ресниц твоих опавших, и кости мне укрой травой принявшей крещение твоих босых ступней. И крепче узы затяни на мне, и
из тонкой пряди в милой седине, из нити в подоле твоем мелькавшей. И, может быть, еще удастся мне до божества подняться, до небес и святости изведать настоящей, коль в сердце я твоем замру на дне. И если я вернусь, то ты меня возьми углем в печь твоего огня или веревкой бельевой на крышу. Ведь без твоих молитв я потерял всю стойкость, старцем стал я. Так верни же мне звезды детства, мама, чтобы я с птенцами перелетных птиц не ближний путь разделить бы смог через моря. Обратный путь, пусть он вернет меня в твое гнездо, что ожиданием дышит. Это было стихотворение Махмуда Дарвиша. Историю этого стихотворения вы могли услышать в видео, которое было после фильма «Музыка войны», о том, как Махмуд Дарвиш сидел в тюрьме, и его маму не пустили к нему. В стихотворении Дарвиша вы услышите желание автора оказаться в теплых объятиях матери, оказаться на родной земле. Образ матери ласковый и нежный, житейские заботы простых людей, приготовление пищи, ежедневная молитва — это и есть Палестина Махмуда Дарвиша. Это та мирная жизнь, которую он и его народ утратили, но который всегда помнили и помнят. На сцене Айхам Захра, студент Чебоксарского института, филиала Московского политехнического университета. Песня на арабском языке «Скучаю по маминому хлебу». خذيني أمي
بذيل الدور عساني أصير إلها أصير عساني أصير إلها أصير إذا ما سمعت قرارة قلبك ضعيني أمي إذا يوما Благодарим Айхама Захру за такое великолепное выступление и за игру на таком замечательном классическом арабском инструменте, который называется уд, что в переводе значит струна, а также как лебединая шея. Кстати, Айхам Захр сегодня также приехал для того, чтобы поздравить с Днем палестинской культуры всех. Айхам Захра родом из Сирии. Пожалуйста, скажи несколько слов. Благодарю вам. Спасибо большое ваш. Не могу сказать немного слов, но еще учиться русский язык, поэтому я вот так поздравляю для вас и скажу с днем рождения для доктора Басам и все. Спасибо большое. А сейчас я бы хотела рассказать стихотворение собственного сочинения, которое родилось как раз год назад, перед тем, как мы должны были сделать День палестинской культуры. Это стихотворение родилось после просмотра фильма. Благодарю доктор Басам за то, что вы показали этот фильм в 5 утра, который называется «Моя Палестина». После фильма «Музыка войны». Долгие годы под жесткой блокадой, на собственной родине кровь проливая,
Музыка их стала повседневной отрадой. Надежда и вера в свободу не тают. С раннего детства дети питают любовь к своей родине, к своей Палестине. Страхи, разруха и бомбы летают. Но вера в свободу в их внутренней силе. Идут на работу, идут на учебу. Каждое утро под кровью разрухи сердца их пропитаны сильной любовью. Они хотят жить в своей Палестине. Мы сильные духом, мы палестинцы, это наша земля, земля наших предков. Мы будем играть на музыке жизни, мы будем дышать в своей Палестине. Моя Палестина, мой род, мои предки. Взываю дать силы и благословения. Вы наша защита, великие предки. Моя любимая Родина, моя Палестина. Большое спасибо, очень мурашки прямо по телу бегают. Хочу сказать одно. Кто не любит свой народ, свою родину, никогда никого не полюбит. Я люблю Россию, потому что люблю свою родину Палестину. Люблю россияне, потому что люблю свой народ. Кто не умеет любить, он зря присутствует в нашем мире. Спасибо большое. Хотелось бы также от себя добавить, почему это стихотворение также родилось. Вообще, есть такая вещь, как родовая система. Наш род, о которых мы не должны забывать и исключать из рода. Потому что все наши проблемы, мы являемся крайними рода, так как мы живые сейчас. Сзади нас род 256 человек, 7 поколений. И если мы о ком-то забыли, кого-то исключили, начинают твориться в нашей жизни всякие различные неприятные ситуации в отношениях с мамой и с папой, в отношениях с мужчинами и женщинами, с мужьями и женами, с деньгами. То есть, если, прошу вас сейчас, это очень важно, задуматься, если в вашей жизни есть какие-то такие ситуации, займитесь восстановлением рода, верните тех людей, кого, возможно, вы забыли, либо исключили, изучите свое древо. И помните своих предков, потому что они сзади вас. Это ваша сила, которая вас поддерживает и дает вам жизнь. И будет поддерживать дальше ваших детей, детей ваших детей и так далее. Для продолжения рода. Также на сегодняшнем вечере мы рады приветствовать гостей из Республики Мариэл. Марийский народ всегда дружелюбно откликается на любое праздничное событие в Чувашии. Приглашаем на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации и Мариэл Арсений Яйцов. Хочу поздравить доктора Бассама с днем рождения. Хочу пожелать вам, вашим родным и близким, крепкого кавказского здоровья, верных, преданных друзей и помощников, как Арсений Яйцов. Спасибо. Спасибо всем. И да здравствует дружба между народами. Сегодня я вам крепко еще раз здоровья всем. И чтобы никуда сегодня никто из нас не болели и не старели, всегда любили друг друга, и чтобы всегда жили дружно, уважайте друг друга, свою семью, свою мать, своего отца, сами понимаете. Спасибо. А сейчас я хочу, для начала сыграть марийский плясовой наигрыш.
потом марийскую песню про любовь. Про любовь, доктор Басам, и тоже относится к вашей жене тоже, и всем женщинам, которые здесь сидят. Сильная песня нравится космонавта Андрея Николаева. Без скуки. Это очень сильный ассистент, великая сила. Он всегда любил пел эту песню. Я очень хочу хотя бы один куплет. Давайте вместе споем. Вы не против? Можно два куплета, знаете? Один куплет. Один, хорошо, спасибо. Даю вступление.
Приглашаем специального гостя из Москвы, заслуженную артистку Чувашской республики Елену Соловьеву. Она будет петь две песни: «Вальс о весне» и «Дружба». Встречайте! Постучится, окно открой, на солнце взгляни и послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни, на юг, на наши просторы, реки и горы, степь золотую вокруг. Ты пришла, весна, и чудес полна, ты идешь по всем дорогам.
Разговаривать времени нету в следующий раз. Всего вам хорошего, я вас люблю. До свидания. Благодарим Елену за такое прекрасное выступление и за то, что она приехала все-таки на День палестинской культуры с Москвы к нам. Также у нас в гостях Светлана Николаева, также заслуженная артистка. Она споет песню «Аве Мария» Иоганн Себастьян Бах «Гуно». поздравляю с Днем культуры Палестины. И Святая Земля подарила самое дорогое, что есть в человечестве. Это Матерь Божью, Богородицу нашу Марию и Христа. Вот. И это есть любовь. И я желаю, конечно же, всем только любви, только мира над головой, Божьего благословения и покровительства Божьей Матери. Проведение Дня палестинской культуры в нашей республике не безразлично также соотечественникам нынешнего руководителя Организации Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Впервые мы вас знакомим с Ахмадом Дари, палестинским художником, композитором, который стремится сохранить традиции древнего арабского искусства письма, одновременно сделав палестинскую культуру объектом обмена между Западом и Востоком. Ахмад Дари родом из Иерусалима, живет в Париже, откуда нам и отправил
свой музыкальный подарок. Песня «Зеленая ветка миндаля». Композиция о силе духа палестинского народа, любви к родине. Внимание на экран. يسعدني أن أتقدم بالتحية إلى شعوب شباشيا وروسيا الصديقة. أنا الفنان الفلسطيني أحمد داري المقيم في فرنسا. أود أن أعرب باسمي وباسم شعبنا الفلسطيني عن شكرنا لكم على هذا الاحتفال، متمنين لكم الصحة والسعادة والسلام، ولشعبنا الفلسطيني التحرير والعودة إلى أرضه. والله نزرعك بالدار يا عود اللوز الخضر، والله نزرعك بالدار يا عود اللوز الخضر، واروي هالارض بدمي تتنور فيها وتكبر، يا لوز الأخضر ناري ادولي هالأيادي حتى بلادي تتحرر، والله نزرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر، واروي هالأرض بدمي تتنور فيها وتكبر. Сейчас я переведу его приветственные слова. Я приветствую дружественный народ Чувашии и России. Я палестинский артист Ахмед Дари. Живу в Париже, во Франции. Хочу от своего имени и имени палестинского народа выразить вам благодарность за организацию такого большого и прекрасного мероприятия. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, а для нашего палестинского народа свободу, независимость и возвращение на свою родину. А на сцену снова приглашаем ансамбль классического и современного эстрадного танца «Галатея» — чувашский танец.
Благодарю. Мы продолжаем наш праздник арабской культуры. И на сцену хочу пригласить Русалину Селентай, стихотворение Махмуда Дарвиша. Добрый вечер. Извиняюсь, добрый день. На самом деле у меня была бессонная ночь, потому что этот отрывок из Джари я переводила сама лично. И мне бы хотелось, чтобы он разбудил у вас этот дух палестинский, эту глубину и эту непревзойденную боль за свой народ прекрасного поэта Махмуда Дарвиша. Однажды стану мыслью я, ни меч ее не унесет, ни книга на пустырь земной. Подобная дождю она прольется ливнем над горой, чтоб камень слов покрылся молодой травой. И ни бродяга справедливость не унесет ее с собой, ни сила, победившая меня. Однажды стану тем, чем стать хочу. Однажды стану птицей я. Я стану птицей гнезда небытия и бытия. И каждый раз, как к истине теснее приближался, и крылья обгорали, из пепла возрождался я. Я толкователь снов, что смело отказался от плоти и души, лишь только б завершить поход за смыслом первый, но смысл сжег меня. И вмиг исчез. Нет ни меня, ни смысла бытия, бездомный небожитель я. Когда-нибудь я стану тем, чем стать хочу. Когда-нибудь я стану виноградной лозой, и с этих пор меня пусть выжимает лето, пусть выпьют пьяницы мое вино, их силуэты на люстре кабака, я буду им учитель. И за это я стану почтой мелких адресов, ведущих их домой. Однажды стану тем, чем стать хочу. Большое спасибо, Русалина, очень душевно, прекрасно перевели. Я думаю, может быть, это станет одна из ваших песен в ближайшее время, то потом мы вам дадим тоже благодарственное письмо. Спасибо большое. Так, ведущая Анна. Благодарим Русалину за такой прекрасный перевод. Как бы по себе знаю, что очень тяжело переводить с арабского языка, так как арабский язык, он ассоциативный, и русский язык также большой, поэтому отличный перевод. Благодарим. Снова хочу пригласить ансамбль «Галатея», танец с трещотками. Thank you.
Вот ради таких детей, чтобы они жили, были счастливы, более 28 миллионов советских людей отдали свои жизни. Мы все, смысл нашей жизни — это наши дети, внуки и их будущее. Спасибо вам огромное за все, что вы сегодня сделали. Я хочу пожелать вашему руководителю скорейшего выздоровления. Она очень хотела присутствовать, но она пока болеет. Анна Георгиевна, я вручаю благодарность. Спасибо. И любовь и хлеб. Пусть всегда вас сопровождает в жизни любви и хлеб. Древняя арабская культура взаимосвязана и сформирована под влиянием Персии и Византии. Эти страны обогатили культуру и республики Киргизии, поэтому выступление следующего гостя, как оказалось, не случайным. Все культуры дополняют друг друга. Приглашаем на сцену Алину Бактыбай-Кызы, студентку Чебоксарского института, филиала Московского политехнического университета, кыргызский национальный танец.
студентка Чебоксарского института Московского политехнического университета Камила Ишкуватова. Туркменистан. Современный танец. Хочу поблагодарить иностранных студентов за участие в Дне палестинской культуры. Очень талантливые у нас иностранные студенты. А теперь поприветствуем на нашем празднике народного поэта Чувашской республики, переводчика, литературоведа, большого друга общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины Юрия Семендера. Юрий Семендер, вас слово. Я хотел, дорогие друзья, говорить 13 минут в честь того, что 13 число сегодня. Но решил сократить на 12 минут. Буду говорить 1 минуту. Стихотворение Махмуда Дарвиша «Палестина. Наша судьба» по-чувашски звучит вот так в моем переводе. Сравничим. Туба-Давар. Палестина яланлых пирин пурнышта пирин шаба. Пирелде уехаемче эбир Палестина жизель. Эбир сырлаш видер духакпар. Хамар жушпа, хамар юроба. Шере юн башварза шене борлахагатпар уяда хире. Походит шеня тырбул щитинет. Тузом. Из Палестиначи. Кужунта Палестины хельгена. Кебышинче Палестина терри. Палестина пирин шанчак. Палестина пирин ору сасси. Палестина пирин шиста залыга. Палестина бапурнатпар, Палестина ба вилетпар. Савнишин.
Esman kenebisen tişi, man yursen helheme, esman purnışın kaçtı samançın tellere, sanzar şakşudetin şey kilşen de tısır, ve bir Palestina şişen. Доктор Басам, я в своей огромной многотомной библиотеке нашел книгу народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова. Алим Шамахович был личным другом Махмуда Дервиша. Вот в этой книге на 60-й странице есть стихотворение, посвященное Махмуду Дервишу. И по секрету скажу, что Алим Шамахович Кешоков, работая секретарем правления Союза писателей Российской Федерации в свое время, был одним из инициаторов выдвижения его кандидатуры на международную Ленинскую премию. Возьмите, пожалуйста, на память книгу. Спасибо большое. Скажите, я извиняюсь, я хочу нанести справку, исправить. Он не только друг палестинского общества дружбы, он член общества дружбы Палестины и Чувашии. Общество дружбы и сотрудничества. Да, конечно. Еще, значит, недавно он отмечал своего юбилей 80-летия. Во-первых, мы поздравим его от всей души. И когда говорим народный поэт, это душа народа. Вот красивая душа у народа Чувашии, у народов Чувашии. Настолько он добрейший человек, умнейший человек, светлый человек, позитивный человек, что мы с ним с первого встречи подружились и стали хорошими друзьями. И у него дома побили, с женой даже. Его замечательная супруга присутствует, Раиса Максимовна. Мы очень рады сегодня, что он с нами. И вот, во-первых, это благодарственное письмо. А здесь почетная грамота в случае 80-летия с портретом, и в том числе с палестинской Арафаткой. Все написано. Календарь с Арафатом, ваш любимый друг из Чувашии, Кларин, палестинский. Как народный поэт, эта книга, которую мы с женой недавно перевели на русском языке «Любовь и хлеб», то есть жизни. Я вам ее дарю, когда уже прочтете, напишите отзыв, тогда я напишу подарок на приз. Спасибо. Дай вам здоровья. На нашей мероприятии присутствуют гости, кое-какие-то подошли, я их приветствую все. Лидия Ивановна Филиппова, помощник нашего отца чувашского народа, который всегда будет жить, потому что такие люди не умирают, Льва Пантелеймоновича Куракова, председатель Союза журналистов и писателей Лидия Ивановна, верная помощница, преданная помощница. Присутствует тоже и друг Куракова, председатель Союза художников Чувашской республики Нагорнов Владимир Порфирьевич. У нас еще и художники из любимого Татарстана, Елена Баймяшкина, ее друзья. Вот мне торопят, я говорю, время, Сейчас я хочу пригласить на сцену Сахиртиана Андре Христиана, студента ЧГУ имени Ульянова. Он из Индонезии с песней «Хэппи Хэппи Аджала». Давайте радоваться.
syalalala, cuek-cuek aja lah, oh syalala, santai, ku tetap santai, nikmati santai, jangan kamu bersantai-santai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Happy-happy aja lah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek aja lah, oh syalalala. Happy-happy aja lah, bernyanyi syalalala, cuek-cuek aja lah, oh syalala. Ini lagu bersantai, bukan aku lebay. Happy-happy di pantai, kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu segoodbye. Kalau ada yang marah, I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan, bukan cari lawan. Control is number one. Happy aja, bernyanyi syalalala, cuek-cuek aja, oh syalalala, cuek-cuek aja, oh syalalala. Махмуд Дарвиш стал несравненным поэтом. Пусть музыка его стихов, мысли о свободе, святой земле, красоте Палестины и мира о будущем, о надежде создать новый мир без границ, без мести, без вражды, мир, открытый добру. Услышат люди в самых удаленных уголках земного шара. Приглашаем на сцену самого юного участника нашего праздника Евгения Малькова, учащийся 6-го кадетского класса школы номер 40 города Чебоксары. Стихотворение собственного сочинения о дружбе. Гостеприимны мои Чебоксары, мордвины, арабы, индусы, татары. Много народностей встретилось тут. В мире и дружбе надежной живут. Для них и открыт дом дружбы народов. Всех их собрал под высокие своды. Чтобы им дышалось, как дома легко, он двери свои распахнул широко. Тут у ограды камень большой, он словно сияет даже зимой. Символом дружбы народов является, камнем дружбы он называется. Войдя в этот дом, вы увидите диво. Флаги вас встретят, как же красиво. Нарядные стяги повсюду стоят и о родной стороне говорят. Стены украшены разными фото. Есть в этих лицах знакомое что-то. Разные люди, глаза и цвет кожи. В чем-то они в самом деле похожи. Вижу на фото известного сына многострадальной страны Палестины. Вот бы на миг очутиться мне там, где место рождения Иисуса Христа. Дом дружбы народов – священное место. Давайте дружить, и всегда будем вместе. Дом дружбы народов, ты развивайся, и в наших сердцах до конца оставайся. Желаю вам счастья, удачи и всего самого наилучшего. Пусть всегда в вашей жизни все будет хорошо. Я так рад, что в Чувашии такой талантливый, молодой, юный, совсем юный поэт. В Чувашии, когда я приехал впервые, в 1989 году мне сказали, это республика 100 тысяч песней, 100 тысяч слов, еще 100 тысяч вышивок.
Мне кажется, с 89 году по сегодняшнему дню уже больше, чем 100 тысяч песней, больше, чем 100 тысяч вышивок и больше, чем 100 тысяч слов. У нас здесь присутствует, я вижу, и народные поэт Чувашской республики, Раиса Сарби, какие-то книги, что-то там перевела, я знаю, стихи Махмуда Дарвиша на чувашском языке. Спасибо большое тебе, Евгений, ты молодец, ты гордость своих родителей, гордость своей семьи, гордость своего города, своей республики и своей школы. Молодец, спасибо. Спасибо, дорогой доктор Басам. Еще 5-6 назад он мне дал великое звание народного поэта. Все мы поэты, народу нашему принадлежим. Наш великий чувашский революционный поэт Михаил Сеспель ровно 100 лет назад, в 1921 году, выразил в своих стихах стальную веру в то, что мост интернационала спустится на чувашскую землю. Его мечта без сомнения сбылась. Ныне наш чувашский народ сложил, протянул, можно сказать, построил нерушимый мост интернационала со многими странами мира нашей великой планеты Земля. Самая крепкая дружба, мост от сердца к сердцу, несомненно, с великим палестинским народом, Родиной Христа. Благодаря доктору Басаму я прикоснулась к великой культуре этого героического, удивительного народа. Не только, как он выразится, я друг палестинского народа, и не только член общества дружбы между чувашской и палестинскими народами, но одна из и учредителей. Этим я горжусь и на всех мероприятиях, бросив все свои дела, даже любимого мужа и внуков, на некоторое время прихожу к вам, дорогие мои друзья. Недавно, 19 февраля, в Большом актовом зале нашей национальной библиотеки города Чебоксар мои друзья поздравляли меня с 70-летием, с юбилеем. Доктор Басам, мой великий друг, пришел на этот праздник, и перед его выходом на сцену, на сцене, на экране промелькнули жизнь и героическая борьба великого, неутомимого палестинского народа. В это время звучали мои стихи, которые прочитал очень достойный радиожурналист, артист Владимир Егоров. Сейчас я сама хочу озвучить это стихотворение. Как раз подошла к выходу моя книга, и здесь написано «Фатхи аль-Балави», Басам доктора, посвящение. Поскольку для меня символ Палестины на этой чувашской земле именно доктор Басам. Палестина, Пулдер и Рекре. Пусть Палестина будет на свободе. Так, наверное, можно прямо перевести. Палестина, иди инжетре. Инжетре булзанда черере. Палестина, хен ингегезем. Пиренжинге бызыл ингексем. Варжа пурдендежин хен ингек. Пулдыр тынышлық мир тенжибей. И бір мир же,
шуда дентере, тап завнышпа мен бурт денте. Палестинын бетек адизем, андыкчыр, чырюнлы күшшүлзем. Палестинын шамрык яжызем, туптер, паргадарлы куны жулзем. Палестина пулдар иркре, сархивей йылзиштер юбере. Бурге мир же числын кардырар, туслыға, тынычлыға сыхлар. А сейчас я хочу в своем переводе прочитать стихотворение Махмуда Дарвиша «Тван Шаржил». Родина. Мана пальма сине шагы. Эп сутмал она. Ку манан тван шар. Кухирде манан хир. Кунда күленжік тор еп чупна. Ларны буду минте. Кунда тебе сыдештерне ажалығым мана. Ман таван жыржылу. Телеледе харуш кунзем жинтен хывынны юмахма. Телекрек курын не бол чумау ихдаменти хильевер. Еркелдедек синти чудо тумнами евер. Манын жыржыл ют карбелев. Манын жыржыл адя. Унын аллызем шанышпада хыюлық пашықленсе, сағынышпат не дұрдынашы. Бол товарланны термери шилсем. Бол кеттімреде шуды дуратсем. Чак әмірлік тураттизем тіленте. Хыйын зуғаланы херенте. Үвілезене азынса мағыраған старик бол. Манын шыржыл. Кушер манын үдімбер шымымзем. Тван жире прахана. Уны жинти манын жире пальмы батырле, шыплене шулелле, харужы шулзене хириш. Мана пальмы жине шакыр. Эт сутма она. Шаржыва Тимір бірен күрмана, бұдпа жыған ғаярлық не, оптимист адяшлық не. Пельменеп пиренген ра, толылда саву шупи бұррине. Савыныш, шевленен гулай, прахрыштыр мене, бүйді шутта. Черехи венешен чару жұрттен жере. Сена жинди манын термен омелі делінте. Тулы бұтақланат, мана бұшинесілсе. Мана білерегенен сынне, стена жинден зирет, керарым шүйжен шомал әмелге. Шыржывы, сан ятна сымлікре юнбаш ұндардым еп. Шылбағышларым чытмалламар күнзене. Манын шамгари, вудхеме жеш күреш везем. Манын шалдарзен, сынжырзен засине жешілдеш везем. Юраду херезешіне, подалаза шақса, юлашкінден шундарза, ярзасын мана. Еп светтой болып, еп көре жүйсі. Burada da taşta balkon, mülkede getireyşi şura. Un girge bir man takşanak. Burada da taştı tudasın. Vizem barneleşe piriştizene, yürüzem da da cunatsem, kayeksem de sanın ahrım ye savınış, yazarlıktan kışkırıklın tuğadasker. Onun zıldavi, giyesler. Ураз келет сана. Санжын пычлану да харушмар мана. Пиренжін жүррезем жиінже. Черем хыптарны кыгыра пырақса. Санчыневне хиріш чубать. Андяк санын салмезем жиінже.
Чунах тараван чудара, чармазар, кошкарат, ыраду. Шарышила, ан келемана, санын жүрүшинче, уши суран усартоте, дураду. Я думаю, те, которые знают арабский язык, знают это произведение, могли оценить чувашский язык, один из великих народов мира, на котором можно перевести все великие произведения народов мира. Я очень рада, что меня пригласили на такой праздник. Я всей душой предана Палестине. Надеюсь, после окончания войны, водворения мира на палестинской земле, делегацию, которую возглавит доктор Басам, прочитать эти стихи на чувашском языке всем палестинцам. А сейчас я хочу подарить свое произведение, стихотворение, рассказы под названием «Свет любви» на русском языке. Доктор Басам он прекрасно знает это русский язык. Скоро выучим чувашский язык и чувашскую книгу подарю. Пока поддержку. Заранее уже дал. У меня дома где-то 10-15 ваших грамот. Я их представлю все. Как раз меня выдвинули на звание народного поэта. Они, думаю, послужат настоящую дружбу и покажут, что я не лыкомши-то, раз меня доктор Басам уважает, приглашает вот такие сегодня. Наше мероприятие подходит к логическому завершению сегодня. И хотелось бы от себя добавить, как сказал сегодня Салман Султанович, мы умеем все. Мы покорили буквально мир, человек. Но, к сожалению, многие из нас не умеют любить, понимать других, принимать других. Понимать себя и принимать себя. И часто мы, обесценивая себя, обесцениваем других. И я думаю, что в этот день, в День палестинской культуры, здесь, в этом зале, собрались люди, которые умеют любить. Благодарю вас за ваше присутствие сегодня на таком прекрасном мероприятии. Благодарю вас, люди, которые любят. Светлана Кузнецова. Я позволю себе свежая голова, вечный листник, вот как эти вечные, желтые, красивые, свежие, юные тюльпаны, вот такой же юности, чистоты, свежести и любви, чтобы всегда жили в вашем сердце. Еще в зале у кого-то день рождения сегодня. Прошу сюда подойти, если там слышит нас. У кого-то день рождения, я обещал подарок. Можно вам подарок? Значит, я хочу сказать всем огромнейшее спасибо. И у нас много подошли, которых мы не упомянули. Валентина Телей, певица наша эстрадная, Гурьянов, наш гарномарист, здесь присутствует, вот наш большой друг еще, когда возглавлял Гарномарийский район. И многих других, мы всех вас любим, уважаем, ценим. Представитель, вот менеджер у Фарида, наша замечательная певица, вот член Ассамблеи народов Чувашия, вот Каливанов здесь, я очень рад вас видеть, но всех своих друзей, Юсиф здесь, и всех очень-очень рад видеть, и Фарид, и, в общем, Шар Валимович. Вот. Всем спасибо, всем жить в мире, в дружбе. Ничего в этой жизни не стоит, чтобы обидеться друг на друга, не лишить жизнь кому-то.
Ты хочешь решить кому-то жизнь, чтобы самому жить. А какова потом будет жизнь твоя? Самое большое счастье в жизни кому-то дать добро. Если каждый утром встал, кому-то доброе слово сказал, поверьте мне, весь земной шар будет счастлив. Мы здесь для того, чтобы поддержать дух друг друга, поддержать жизнь и строить счастье. Вот главный смысл жизни. Коротко, ясно. Я так думаю, может, я не прав, но я так думаю. Спасибо вам всем. Общая фотография. Еще, сейчас, секунду. Также от своего имени хочу вас поздравить с днем рождения, доктор Басам. Вы очень многое делаете для укрепления межнациональных отношений, для того, чтобы вернуть свободу все-таки палестинскому народу и для укрепления рода предков и Палестины. И также хочу, есть тут несколько человек, которые хотели бы поздравить вас сегодня. Мария Тах, художник и писательница из города Чебоксар. Владимир Александрович Васин, это Центр возрождения родовых знаний «Доброе имя». Светлана Юрьевна Сухарева-Бычкова из Ярославля, член Союза художников России и член Международной ассоциации ЮНЕСКО, город Москва. Доктор Басам принимал нас в своем кабинете и подарил нам книгу «Любовь и хлеб». Когда мы попросили у него автограф, он сказал: я напишу автограф, но после того, как вы прочтете книгу, напишите отзыв. Итак, мой отзыв и обращение к миру. После прочтения книги Асия Хаула Абдель Хади «Любовь и хлеб». Я тяжелое дыхание земли услыхала, эти вздохи сердцем поддержала, взглянула на Палестину с высоты. Там столько грязи, черноты, повсюду зловещая война, пожары, длиннющие колючие узоры, цементные грозящие заборы, звучат сирены, заученный запрет. Стоп, сюда нельзя, прохода нет. У миллионов людей родину украли и в лагеря беженцев загнали. Потомки мая, солнечная Палестина. Дальше перечислять знакомая картина. Живут в военной оккупации, в жестокой изоляции. За что? За что? За что? Кому-то мало все. Готовы варвары на все. Им мало. Дай еще, еще, еще. Мирные переговоры нарушаются. Бойкоты, протесты, страны разрушаются. Бездомные люди тут и там с мечтой вернуться к родным берегам. Голод, оскорбление, холод, уничтожение, геноцид и героическое противостояние. Шар земной, как скачущий батут. От страха людские потоки бегут. Катаклизмы, смерчи, бураны, бурлящие, огнедышащие вулканы. От удивления я закричала: я это видеть не хочу! Как это ужасно, Богу кричу. Пусть зазвучит лира. Мы хотим солнечного мира. Люди, вам этого мало? Со слезами молиться стала: Господи, спаси, сохрани! Пресвятая Богородица, помилуй нас! Люди мира, покайтесь здесь и сейчас! Встаньте разом на молитву всемирную, чтоб вымолить Родину родную, любимую. Только горячее покаяние, а не война, даст нам спасение и благ сполна. Бейте сильнее во все колокола, чтоб исцелить от грехов, исцелилась от грехов земля.
Вдруг полоса золота в небесах засияла, ароматом цветов я задышала. Лик Спасителя перед взором встал, строго, с любовью путь указал. В Царство Небесное открою дверь. Только покайтесь всем миром теперь. Каждое дыхание дославит Бога. Только такая у вас дорога. Судный день уже скоро придет. Изгнанники, и каждый своей тропою пойдет. Изгнанники родину вновь обретут. Тяжкие испытания их спасут. Собирайтесь, народы, в дружный хоровод и воспряньте духом, идите вперед. От ужаса войны слейтесь в мирные объятия. Хоть вы все и разные, но родные, сестры и братья. Чего делить? Лишь хлеб и соль. Любовь вас всех объединяет Божья кровь. Мира вам, многое лето шлет мретом. Я художница, я просто символически стала перебирать свои рисунки и нашла этот рисунок графический. Вы потом его расшифруете и можете книжку к моим стихам присоединить. Я так изобразила сердце палестинца. Я хотела бы сказать, что это стихотворение я написала только сегодня, поэтому в рукописном издании я перешлю электронную почту. Я хотел бы несколько слов сказать о моем друге. Мы с ним познакомились по очень простой такой причине. Как-то я выходил, выступал с изделиями из лозы. Вы, наверное, видели сейчас здесь в фойе было представлено изделие из лозы, и он ко мне подошел и говорит: мне это очень знакомо. Дело в том, что мой отец этим же самым занимался. Дедушка, извините. Дедушка этим же самым занимался. То есть то, что ты делаешь, это мне очень и очень знакомо и родное. И мне это запало в душу, что наши культуры вот в этом моменте пересекаются. Что там, что у нас. Национальное достояние Чувашии, этого заплетения, почему-то о нем сейчас мало говорят, мало передают наследие. Я, наверное, на сегодняшний день единственный мастер, который обучает лозоплетению Чувашии. Очень хотел бы людей, которые могут повлиять на процесс передачи культурного наследия в этой области, в области лозоплетения, народных промыслов, повлиять на сильных мира сего, чтобы нам помогли и обратили внимание на наш центр возрождения родовых знаний. Он находится по адресу автозаправочный проезд 19, здание Красного Креста. И хотелось бы подарить человеку, который переводами занимается, очень важную и ценную книжку Владимира Ивановича Даля «Толковый словарь русского языка». Здесь, в этой книге, очень много таких слов, которых на сегодняшний день пока нет. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу сказать, что в чувашском языке есть 500 арабских слов, а в татарском около 7000 арабских слов. И насчет вышивки, насчет того, что похоже, когда приехал президент государства Палестины в Чебоксары, в Национальном музее ему показали чувашская вышивка, он сказал, это палестинская вышивка. Вот что значит наши народы давным-давно в свете. Наш замечательный гость, который приехал от Абрамаса всю ночью
из Ярославля, самолет отменили у нее. Но такая настойчивость, чтобы приехать сегодня на наше мероприятие. Светлана, очень рада вас видеть. Лиза, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемый Александр. Хочу вас поздравить с культурой Палестины и подарить вам вот замечательную картину, которую мы вам написали. Спасибо большое. Это моя родина, оккупированный город Иерусалим, святой город Иерусалим, который на протяжении истории всех принимал, всех людей, которые приезжали. А сейчас решаются сами палестинцы, хозяева, находиться в этом городе. Выгоняют их, не дают возможность жить. И я не могу сам посетить этот город. Спасибо огромное за такой щедрый подарок, за такую картину. Светлана хочет организовать свою выставку у нас в мае месяце здесь, в Доме дружбы народов. Я думаю, Юрий Алексеевич услышал, понял, вместе с группой художников, которые здесь находятся. Спасибо большое. Спасибо, Марина Римовна, представитель Каперна, который тоже у нас находится здесь. Да, пожалуйста. Какая любовь. Как здорово ведь. Писала эту картину так быстро. Вообще молодец. Молодец. Прекрасный художник. Теперь мы хотели бы вручить благодарственные письма участникам сегодняшнего мероприятия. Ишкуватовой Камилле, Московский политехнический университет. Раисе Васильевне Сорби. Алине Бактыбай-Кызы. Вот когда я посмотрел на ее танец, у меня в голове сразу такие мысли. Как можно было разрушить такая великая страна? А нужно было ее разрушить, СССР, чтобы Югославия перестала существовать, Чехословакия перестала существовать, Ирак перестал существовать, Йемен перестал существовать, Ливия перестала существовать, и Палестина не добилась свободы. Вот что. И сейчас эти враги, которые Россия освободила от гитлеровцев, от фашистов, делают на Россию санкции. Вот европейские страны, которые санкции против России. Хотя они обязаны своей свободой. Русские герои, которые погибли, когда их освободили. Ахмеду Али, но у нас ушел, поэтому я пока за него. Арсению Яйцову. Наш герой и член общества дружба народов Чувашии и Палестины. Я растерялся. Вот так, да? Светлане Николаевой. Как она прекрасно пела Аве Мария, Мать Иисуса. Какая молодец, такой голос. Гордость театра оперы и балет Чувашия. Из далекой Сибирь к нам приехала. Русалини Селентай. Спасибо Русалине за прекрасный талант.
тебе перевод стихов Махмуда Дарвиша. Я тебе вас открыл новое что-то. То, что я знаю, что вы и композитор, и музыку пишете, и слова пишете, но что переводить. Спасибо большое и прекрасно. Спасибо большое и прекрасно. Евгению Малькову. Спасибо, Евгений, вы молодец. Молодец, Евгений. Спасибо, дорогой. Сахиртиану Андре. Даже Евгения сегодня участвовала, как вы видите, нам очень приятно, что Чуваши многонациональная все-таки республика. И здесь учатся и потом едут к себе как послами, честными, хорошими, добрыми послами, и рассказывают об этом великом, добром, щедром народе. Елене Соловьевой. Спасибо, Елене, которая специально из Москвы села вчера вечером на поезде и приехала только для того, чтобы присутствовать и участвовать в нашей мероприятии, наш праздник. Большое спасибо, прекрасный голос, прекрасный голос. Я хотела добавить, что я год назад была в Иерусалиме, была в Вифлееме, в Палестине. То, что я видела своими глазами, разруха, нищета, это да, это я видела. Это ужасно. И также хотели бы вручить Альхаму Захра. Там сейчас я принесу. Вы не могли бы выйти получить за него? Сейчас, сюда. Ну и также всех попрошу выйти на общее фото. Всем присутствующим будет памятное благодарственное письмо и обязательно передадим сегодня же.